Проект «Харахар Уарихабы» стартовал в канун празднования юбилейной даты абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов. Итогом первого этапа его реализации стал музыкальный фильм «Песни нашей Победы» в 2 частях. Реконструкция военного песенного фольклора удалась творческой группе. Вскоре фильм стал популярен и востребован в среде молодежи и ветеранов войны. В народе полюбились образы защитников Отечества, воссозданные в кино их же прямыми потомками. В ролях были задействованы дети героев войны. Особенно в канун памятных дат в Абхазии повсеместно звучат полюбившиеся всем песни нашей Победы. Творческая группа также гастролировала с фильмом по всем районам и городам Абхазии, а также фильм дважды был показан в городах Турецкой Республики, где проживает абхазская диаспора. Приступая к реализации следующего этапа проекта «Харуарихабы», творческая группа нашла новую форму подачи нашего героического прошлого. Авторы проекта принялись осуществить не менее сложную задачу. Не так давно они приступили к съемкам короткометражного фильма, в котором будут экранизированы новеллы по мотивам рассказов ветеранов войны. По словам автора проекта Эмы Ходжа, в процессе реализации проекта будет выдержан главный принцип – служение основной идее проекта – сохранению связи и преемственности поколений. Ведь по-прежнему в ролях заняты дети воевавших за свободу, погибших за нее, а также и выживших. Немногословный режиссер и оператор фильма Тимур Кучуберия на кинопленке показывает, как за годы реализации проекта выросли мальчишки, возмужали и очень стали напоминать своих легендарных отцов в жестах, в поступе и даже в манере целиться. Они привыкли к камере и уже способны воплотить и художественный образ в кино. Сюжет фильма, за съемками которого наблюдала наша съемочная группа, только на первый взгляд незамысловат и прост. История начинается со знакомства 2 молодых ребят на войне. 18-летний сын городского интеллигента и такого же возраста деревенский парень, каждый со своим характером, у них различные взгляды на жизнь, но объединяет их одно – они воюют за свою родину. Они крепко сдружились, не раз спасали друг другу жизни и дошли до победного конца. И вот тут раскрывается основная драма. Каждый из ребят пошел своей дорогой, каждый начал жить так, как умел. Но так как авторы проекта за то, чтобы сохранить интригу замысла до премьеры фильма, не будем раскрывать всех секретов, но уже однозначно можно заявить, что ребятам предстоит раскрыть сложные психологические образы, сыграть реалистично в эпизодах боя, так как они отказались прибегнуть к помощи дублеров. Раз смогли в реале наши отцы, то сможем и мы, хотя бы в кино, настаивают на своем ребята. Согласно сценарию, творческой группе предстоит воссоздание многих знаковых событий времен войны. Это бои за Гагру, мартовское наступление, освобождение Сухума. В фильме будет много юмора, фронтовых шуток и, конечно же, бардовские песни. Саундтрек к фильму готовит бессменный партнер авторов проекта музыкальная студия Ама Рекордс. Слова к музыке напишет и, возможно, исполнит саму песню в импровизированном блиндаже на передовой Эрик Мика. Я был очень впечатлен. Очень сильно меня тронула эта история, и потом, когда мы уже стали обсуждать, как знающие, то есть я еще не знал, какая история планируется, какую историю планируется оживить. И они мне сказали, вот, возлагаем на тебя надежду, чтобы ты придумал саундтрек, то есть имеется в виду, конечно, я музыкальной грамотой не владею, но имеется в виду текст, направление, смысл. Даже мне так дали такой абсолютно свободный полет, сказали, вот, рассматривается, то есть любой вариант. И, естественно, я даже не спрашивал, с кем я буду работать над саундтреком. Это если сэр Анри Гумба, то вопросов не возникает вовсе. Саундтрек должен музыкой зацепить в первую очередь до глубины души, точно так же, как затрагивает и история, она готова достучаться до самых глубин человеческого сердца, действительно живого человека. И музыка, и, конечно же, текст – это о прошлом, о настоящем, о будущем, как-то в одном ключе. Следуя законам жанра кино, озвучку фильма будут проводить в студии звукозаписи. Компания «Аквафон» продолжает выступать генеральным спонсором и финансирует съемки теленовелл. Проекту «Харуарихабы» в этом году исполняется 3 года. И все эти годы компания «Аквафон» является бессменным генеральным спонсором проекта.
Мы видим этот проект как очень важный и нужный продукт современному обществу, поскольку главные идеи, главные задачи, которые лежат в основе этого проекта, это патриотизм, это сопричастность к судьбе человека, к судьбе страны. И самое важное, что проект посвящен памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Авторы проекта нашли очень интересную форму донесения всех этих ценностей до своего зрителя. Это это музыкальный фильм. И что особенно интересно, авторы не стоят на месте, они находятся в постоянном творческом поиске. В этом году они работают над несколько иной подачей, и в этом году форму, которую придали авторы проекта, это телевизионная новелла. В сентябре этого года мы все станем свидетелями премьеры. Как всегда, премьера посвящена празднованию Дня Победы, Дня независимости нашей страны. Вот. И мы, конечно, со стороны компании «Аквафон», оказывая всестороннюю поддержку, чувствуем свою сопричастность к такому важному и нужному делу для нашего государства. Презентация фильма планируется провести в сентябре месяце и будет приурочена ко Дню Победы. Ну а пока съемочный период, которому предшествовали самые настоящие творческие муки, удачно стартовал. И по словам авторов, где-то к завершению работ над фильмом само по себе и напросится название фильма. Пока оно меняется у них в зависимости от процесса съемок. Ведь сценарный план – это не догма. Коррективы будут вноситься вплоть до монтажа и озвучки. Наша съемочная группа будет следить и информировать телезрителей о ходе проекта. Эсма Джикирбельдар Дамиров, Астамурт Хайцук, Абхазское телевидение.